41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавый пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый. Все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» – твердил он важно, – «расстреляет». «Нет!» – она просила, «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает». Как смертельной этой круговерти ей спасти кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто милее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь мук таких и врагу! Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а тот стоял непробиваемо, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший виновато улыбался, младшего к груди своей прижав: брат, спасайся. Ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тут учтивый немец молвил: битте! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляй! Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить ее сыночком, не цвести. Дура, матка, поучает немец, одного бы хоть могла спасти. А она, баюкая их тихо, вытирает с губ сыновьих кровь. Вот такой убийственной, великой может быть у матери любовь.